что, можем начинать? Все, не ждем никого, да? Начнем беседу. Можно. Да. Хорошо, итак, значит, состоялся обмен пленными, заключенными, можно называть как угодно, и так будет правильно. Его уже называют историческим, этот обмен, скорее всего, так оно и есть. И, вероятно, еще не раз к нему будут апеллировать, как к какому-то факту, как к прецеденту. Это уже очень неоднозначный для многих, то есть не всех он одинаково устраивает. И мы сейчас об этом предметно поговорим. Вот. Это основная тема. То есть по сей день это самая важная, самая освещаемая во всем информационном пространстве тема. Вот. И давайте поговорим о ней. Итак, что это было? Что это такое вообще? Кому это было выгодно и кто тут выиграл? Хусейн, есть у тебя мысли насчет этого? Ну, естественно, здесь, во-первых, тема касается как чеченского народа, так и любого другого народа, европейцев в том числе, потому что этот обмен, это не просто обмен там пленных на пленных или там каких-то шпионов на шпионов и так далее. Здесь произошел обмен убийства, преступления в Европе, в центре Европы, прямо в центре Берлина, в Тиргартене, на глазах среди белого дня. Убийство, которое доказали, убийцу, которого схватили за руку. Это киллер, который представляет ФСБ по заданию Путина. Сейчас они это уже признают. Был послан для того, чтобы он убил Пангашвили. То есть этого убийцу берут, меняют на каких-то людей, да? Это невиданная практика. Ну, не то, что не сказать, в отношении чеченцев это виданное, потому что такого рода не обмен, а освобождение было под залог, под то, что убийцы будут отбывать остаточный срок в российских тюрьмах. Таким образом, были выданы России убийцы экс-президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева, на которого было совершено покушение в Катаре. И вот эти два агента, они были освобождены под гарантией, что они будут отсиживать. Но как мы это видели, их встретили опять, красную дорожку постелили, возле трапа самолета в Москве встретили. Если бы это было убийство другого, не чеченца, а какого-то другого политика или какого-то другого человека, я уверен, что такого обмена не было бы. Просто дело в том, что чеченцы на сегодняшний день оказались таким слабым звеном, таким немножко беззубым. Да? Мы не можем сопротивляться, мы не можем обращаться в какие-то судебные инстанции, мы не умеем работать как положено. И не то, чтобы не умеем, просто есть у нас люди, которые умеют это делать, но они не хотят в силу якобы каких-то обстоятельств, да, там находят миллион причин, чтобы ничего не делать. Там угроза того, угроза этого, ну разные, надуманные, ненадуманные, реальные угрозы. Угрозы, естественно, существуют, это нельзя отрицать. И поэтому вот в данном обмене что просматривается? Просматривается, что Путин, да, нагнул весь цивилизованный мир. Путин, которого объявили в розыск самого, да, сам является военным преступником, которого разыскивает Гаага, он совершает сделку с нормальным цивилизованным миром, обменивает такого же уголовника, как он сам, и возвращает его на родину. И причем хитрый такой обмен, да, я понимаю, если бы они обменяли только немцев, там, американцев, еще кого-то, да, обменяли бы иностранцев на этого черта. Но здесь произошло совсем другое. Вообще смешно даже, да, они фактически русского, гражданина России, обменяли на граждан России. Вообще нонсенс. Мои граждане России, которые сидели в российской тюрьме, обменять на гражданина России, который сидел в Германии. Как это такое возможно? Такое возможно только в России.
Ну, Да, там же такой вроде есть, там же есть кто-то, по-моему, из журналистов, и кто-то, морпех какой-то, они не россияне, там Не-не, есть. я говорю, если бы этих не было, вообще было бы смешно. Даже с этим смешно, Баласом. Я говорю, что там есть немец, там еще кто-то, несколько человек, морпех, там журналисты какие-то иностранные есть. Но прицепом, да, большим прицепом обменяли и русских на русского. Я об этом говорю просто. Хочу Хорошо, подчеркнуть. давай тогда вот такой момент сравним, да, вот смотри, Путин отдает Карамурзу. Там, в отличие от всех, кто там есть еще, это, наверное, вот в политическом поле самая яркая фигура. Там к нему можно по-разному относиться, мы сейчас не это оцениваем. То есть фигура, как политическая, он яркая, он сумел быть им бельмом на глазу, он отлично владеет английским языком, и такой хорошо говорящий политик на английском языке Путину на свободе совсем не выгоден, потому что он сейчас, конечно, будет, он не сдался, он не успокоится, сейчас он еще больше будет говорить, сейчас у него еще больше есть о чем говорить. Он узник, он получил вот этот вот статус героя, которого там мучили, то есть он прошел все вот эти стадии, сейчас он герой, это факт. И вот смотри, несмотря на это, явно Путину не было выгодно. Он все равно его отдает за вот этого персонажа, Красиков, да, фамилия? Красиков, да. Красиков, Да, да. Вадим Почему ему это было настолько важно, что он отдал настолько невыгодную для себя фигуру, потому что, лучшее место, где Карамурза Путину нравился больше всех, это тюрьма, в которой он сидел до последних дней. И тут раз он его отдает. Вот почему настолько этот Красиков Путину был важен? Что за месседж такой он всем послал? Вот, от того, что они Карамурзу выпустили, или хоть 10 человек выпустили, да, никакой погоды ни Карамурза, ни другие здесь не сделают. У них есть на этот случай, да, есть Полоний, у них есть Новичок, у них есть много средств, чтобы в будущем, да, аккуратно успокоить Карамурзу и кого угодно. Они же Навального успокоили, да, там, не стреляя в него. Сейчас очень много методов, где можно тихо, без шума, без крови убрать человека. А эти люди, они будут публичные, тем более до них можно докоснуться, да, до пиджака, там, не знаю, если Навальному, извини за выражение, в плавки даже залезли, да, то здесь просто где-нибудь за ручку схватиться в гостинице, в любом месте, и ни Карамурзы не будет, тем более его уже травили. В этом плане здесь не Карамурза главный. Главный месседж именно для вот этих убийц, именно вот этих киллеров, которые должны себя чувствовать еще более уверенно на просторах Вселенной, да, что бы они где бы ни делали, Путин показывает, что он гарант того, что эти киллеры за любое преступление не понесут наказание. Вот это главное, а не Карамурза здесь в этом деле. Карамурза это просто для как политически, чтобы Путину в будущем, да, как не рукопожатному, вот сейчас у него тоже появился такой момент, вокруг поговорить о политике, поговорить о том, чтобы несколько стран, Турция, Америка участвовали в этом деле, в этом обмене, да, это большой вот такой колобок они сделали, где участвует и Путин тоже в этой игре. Хорошо, это я понял, Хусейн. Тогда такой момент, смотри. Говорить, конечно, что вот сторона других государств, политики, участвовавшие в этом процессе, это на самом высшем уровне, это решалось на президентских уровнях, что они там все беззубые и ничего не умеют, наверное, все-таки будет слишком маргинально, навряд ли. Да, они не такие жесткие, не такие решительные, как сегодня хотелось бы и требует ситуация, особенно в нынешних реалиях, но все равно говорить, что они прям совсем беззубые и ничего не понимают, нельзя. Вот для них, почему они пошли на это, почему они так невыгодно себя выставили, почему для них было важно вытащить этих людей,
Тем более, что это не их граждане, и как ты сказал, там российских граждан, российских граждан. Почему для них это было так важно? Может ли быть такое, что мы увидели, нам показали, естественно, как это всегда бывает, какую-то верхушку айсберга, а закулисно, подстольно там есть гораздо более серьезные процессы для договоренностей, возможно, связанные там с той же Украиной, с санкциями, с бизнесом, не знаю, с чем угодно. Вот такое может быть, что нам просто такой отвлекающий маневр на почве всего этого. А закулисно договорились о каких-то процессах, которых мы даже не подозреваем, и нас просто потом по факту, как обычно, поставят. Безусловно, то, что ты говоришь, имеет место быть. Это политика, это большая политика. Но дело в том, что надо понимать, что гражданин любой страны, европейской, американской, там, любой страны, да, они своих граждан действительно не бросают. Это русские там говорят, мы никого не бросаем, но фактически мы видим, что они бросают, кроме уголовников, конечно, таких, которые близки к Путину и так далее. То есть гражданин здесь имеет очень большой вес. А тем более журналист, ну не даже не тем более, они всех пытаются вытащить. Тем более, что эти люди ничего не совершили, это был чистый захват этих как в виде заложников для обмена. Мы такие вещи видели у нас в республике. Здесь, естественно, Украина присутствует. Без Украины вообще ничего сейчас не происходит в этом мире. И даже в Израиле то, что происходит, даже действия Хамаса, это тоже связано с Украиной для того, чтобы отвлечь внимание от русско-украинской войны. Все идет вокруг Украины. Пока будет война в Украине, любое действие политиков любого ранга будет крутиться вокруг Украины. То есть много вопросов, которые они, конечно же, решат. Какие-то, ну, я не думаю, что в глобальном плане они могут там выцегонить у Америки, например, чтобы Украина сдала какие-то территории, этого не будет. Но, может быть, санкциями, да, может быть, санкции родственников Путина, например, как Кадыров требовал, чтобы от его родственников сняли санкции. Точно так же могут какие-то такие действия происходить, естественно. Ну, это большая политика, но то, что мы сверху видим, да, мы видим совершенно нелицеприятные вещи, когда уголовников, откровенного бандитов и киллера, самого натурального киллера взяли и обменяли. Вот это совершенно недопустимые вещи в демократической стране, но они, к сожалению, произошли. Смотри, значит, Путин недавно давал интервью американскому журналисту, который специально для этого прилетал в Россию из Америки. Это, по-моему, Такер, если я не ошибаюсь. Да, это был Такер. Вот. И там вопрос Красикова был затронут. Это видео есть публично, можете посмотреть, кому интересно. Путин транслирует там следующее. Он говорит, что Красиков устранил ужасного человека, который, значит, занимался тем, что выкладывал штабелями, я, правда, не помню, как он сказал, русских военнопленных или российских военнопленных. Пусть будет российских, давайте так пока, чтобы там на нации не акцентировать на какой-то. Мы не нацисты, это факт. Российских военнопленных он как раз выразился, по-моему, именно в этом интервью. Он сказал, я не настаиваю. Вот сейчас это для меня не принципиальный момент. Это, если кому-то интересно уточнить для себя, вот это важно его, это видео есть, можно найти, в YouTube оно точно есть. В общем, он сказал, что он выкладывал вот так вот штабелями этих пленных, которые были из российской армии, и на машине или еще на чем-то, на каком-то транспортном средстве, военном, гражданском, неважно, проезжал им по головам, то есть так их убивал. То есть, это описывал какое-то зверство, там, вообще запредельное зверство. И этим самым он оправдывал поступок Красикова, говорил, что он устранил абсолютного монстра, который просто не вправе называться человеком вообще. Вот насколько это правда или это ерунда полная, есть ли подтверждение этому? Потому что если Путин это говорит, значит, у него должна быть или видеозапись,
или какие-то свидетельские показания этого, то есть он же не имеет права, он же не должен, как такой политик огромной страны, на весь мир говорить отсебятину и ерунду. Значит, он, наверное, он обязан апеллировать к фактам. Эти факты есть или нету? Или это он просто от себя ляпнул, что попало в очередной раз? Можно я тоже? Да, Ибраим, конечно, Ибраим. ты, когда по очереди будем говорить, когда он со мной разговаривает, потом закончит, потом будет с тобой только разговаривать, мы говорим, так, у нас будет порядок. Сейчас мы просто с ним ведем диалог, потом он перейдет к вам. Ну, я бы хотел, чтобы после тебя Хусейн об этом Ибрагим сказал. Тогда Ибрагим, да, Хусейн конечно, закончит, каждый, да. Я просто свое пока то есть, смотрите, чтобы вы понимали, я сейчас просто накидываю по принципу критического мышления, да, то есть понятное дело, что это не мои мысли, я просто говорю, что вот есть такое, обращаю ваше внимание на это, я хочу услышать ваши комментарии. Отлично, у тебя отличный вопрос, на который надо ответить, потому что вот это вранье, да, ты говоришь, там Путин не мог не говорить, Путин врет все время. Путин врет с самого первого дня своего президентства, врет 24 часа в сутки. Здесь наврать ему про чеченцев, а чеченцев ничего не стоит. Я, например, да, никогда вообще, вот, что интересно, об этом Хангашвили, я, да, там, который на 2 войнах был, везде был, я о нем услышал только после его убийства. До этого я вообще не знал, кто такой Хангашвили, и ничего о нем не слышал. Вот это я точно могу сказать. А то, что машинами давили, это вообще нонсенс, потому что у чеченцев такой кровожадности, да, как у советских, российских, русских солдат, нету. Мы такие вещи не допускали, никто бы не допустил. Ну, ты же понимаешь, что после этих слов нам тут же в пику поставят, а как же порезанные головы или горло? И ты же понимаешь, что нам тут же это скажут. Это кто? Естественно, скажут. Вот я тоже говорю, например, убийство Анны Политковской, да? Вот казалось бы, или там Немцова, то, что на чеченцев валят, вот руками чеченцев. Но кем были эти чеченцы в момент убийства? Об этом же никто не говорит. Они были действующими офицерами российской армии, внутренних войск, ФСБ, вот этих структур. Значит, они не чеченцы, а служащие, национальность убирается, они служащие вот этих силовых структур. Поэтому ответственность за их действия, да, несет Москва, несут те силовые структуры и их руководство, которые под подчинением которого они находятся. Но почему-то вот интересно валиться на чеченцев, потому что вот это имя чеченцы слишком громкое и удобное для использования. Вот вся причина в том, что на чеченцев валят. Хорошо, я тебя услышал, ответ твой понял и принял. Ибраим, я бы хотел, чтобы ты прокомментировал. Ну, я бы просто прокомментировать хотел само вот это выражение, да, Путина. Не то, что выражение, а то, что он как бы пытался всему миру, да, загладить вот это вот террористический акт, вот это преступление, и оправдать его тем, что этот человек якобы через голову. Да, это очень такой эффективный тоже прием, потому что на нас он наверняка сработает, да, то есть это общество может поверить вот такому, потому что там очень много вот этого информационного против нас потока, да, это как бы такое дело, что ему можно поверить. Но тут дело в том, что вот Умар Исраилов, которого убили в Вене в 2009 году, он, который работал в российских структурах, был там в охране у русского вот этого чиновника Кадырова, он тоже по головам переезжал, ложил штабелями людей и по головам переезжал. Его тоже из-за этого убили здесь. Мамихана Умарова, который был тоже критиком вот этого режима русского, который в Чечне оккупационного, ныне оккупированной Чеченской республики Ичкерия, он тоже переезжал, да, головы военнослужащим русским на вот этих Уралах там или на чем. То есть вот это
вот эти вот убийства, да, убийства, цепочка убийств вот этих, которых происходило, как вот все они, да, значит, вот это, эти люди, да, всех этих людей убивали из-за того, что они переезжали как бы русским в голову. То есть вот единственное, они как бы хотят разграничить, да, вот эти убийства, так как эти убийства совершались чеченоязычными киллерами, нанятыми русскими, а вот это убийство было сделано уже русскоязычным русским киллером. То есть поэтому, ну и оно так удачно еще было, как бы, это преступление закрыто, да, то есть преступник был пойман и так далее. То есть вот это вот такой прием, да, который он применил. И теперь мы как бы должны миру где доказывать, да, что мы не верблюды якобы. Дело в том, что тут не идет речь в том, что вообще этого человека как бы сейчас нам пытаться какую-то информацию, да, добывать откуда-то, что он этого не делал, потому что он сама русская сторона не предъявила никакой информации, да, вот, что его именно, что он занимался вот этим вот делом. Но тут самое вот страшное, да, что вот эта вот тенденция, вообще, что вот это вот произошло, вот этот обмен, он как бы больше всего, вот эта вот ситуация, она повлияет на чеченцев. Потому что вот чеченцы, преследуемый народ во всем мире, родственников которых там дома полностью как бы могут терять без вести, могут над ними совершать любое насилие, все что угодно. И чеченцы, которым рты закрыли, и они вот даже находясь где-то в европейских странах, в убежище где-то, они, вот до того мы как бы все, скажем так, находимся под таким давлением. И вот эта вот ситуация, она в очередной раз показывает, ну как бы нам это посыл такой, да, еще, чтобы мы молчали дальше, и что в случае проявления каких-то инакомыслий с легкостью могут убить, ликвидировать, то есть человека, проявляющего инакомыслие, и потом можно будет передать, там, поменять на других хороших русских каких-то, и как бы вот это вот завершить это дело. То есть это больше всего негативно отразится именно на нас, именно на нашем чеченском обществе. После этого, к сожалению, сейчас последует сразу вот это вот такой огонь, да, пропаганды во всех средствах массовой информации, там на всех интернет-площадках. То есть это такой повод и радикализирующим вот этим вот людей, вот этим вербовщикам, чтобы они как бы ссылались на свои вот эти, опять-таки, применяя свои вот эти приемы, что якобы неверные во всем мире, там они, это как вот в нашей среде, они распространяют вот эти слухи, то есть неверные, они в сговоре против нас, вот якобы там он мусульманин, с ним вот так поступили, это сделали. И это очень все-таки негатив после этого последует, и действительно, чеченцы, которым вбивают некий вот такой вот всемирный заговор, который якобы против них весь мир вот настроен и применяет, ну, это очень удачно будет дальше, одним словом, пропагандировать это дело. То есть эти механизмы могут использовать дальше, развивать и использоваться дальше. То есть это не может быть не единичный случай вполне. Ну, то, что сейчас точно последует, сразу же за этим в ход пустят вот этих пропагандистов, которые будут еще больше как бы запугивать чеченцев. И вот как сейчас Хусейн говорил, тут в принципе вот этот страх, да, даже тем же хорошие русские, вот если сравнить с нами, с чеченцами, у хороших русских, так называемых хороших русских имперцев, у них, в отличие от нас, их, например, родственников без вести не теряют. То есть у них вот такой механизм не применяется на них.
их дома там не поджигают, какие-то имения их, да, как это в наш адрес проводится. Вот это давление, которое над нами как бы постоянно вот так вот напряженно стоит, оно еще больше сейчас вдвойне как бы усилится, и вот даже претензии какие-то, я не знаю, уже даже насмешки со стороны каких-то украинских, скажем так, журналистов, блогеров, что якобы чеченцы там молчат, свои лица не показывают, как бы не проявляют какой-то своей политической позиции открыто. Вот этот вот случай просто вот, он опять-таки доказывает, что происходит в чеченской среде, что в принципе мы один из самых не имеющих прав, самых бесправных народов в этом мире. Да. Рахман, тебе есть что добавить? Хотелось бы тебя послушать. послушать. В общем, ребята все сказали. Но там есть такой момент, как уже подчеркнутый Хусейном, о том, что обмен произошел. Значит, преступник, уголовника, убийцы и шпионов, которых поймали, суд приговорил, там следствие, все доказано, обставлено и установлено, и суд законный приговорил их, европейские суды приговорили к определенным срокам заключения. Этих преступников и шпионов обменяли на простых заложников, которые, в общем-то, там один вообще 19-летний мальчик, а один простой турист, которому там чуть ли не наркоторговец международного уровня ему вменяет вину. Там бывший какой-то морпех, оказывается, не имеет права вообще путешествовать в этом мире. Так получается по логике России. Вот ему вменяет вину, что он бывший морпех. Там напридумывали и спокойно. И вот то, что обмен произошел, вот тут такой вопрос был, что какой смысл, мол, и так далее. Дело в том, что вот уже подчеркивал Хусейн, там в государстве есть же граждане, которые невинные люди, их члены семьи находятся где-то там в заключении, за границей и так далее. И они, естественно, апеллируют во все инстанции в своих государствах. И эта реакция, это нормальная реакция. Вот правовые государства очень пекутся о своих гражданах, в отличие от России, в частности, которая там рассчитывает, что женщины им новых нарожают и так далее. Там. Вот в этом плане европейские государства и Соединенные Штаты, они очень ценят каждого гражданина и отстаивают интересы не только своего государства, но и каждого представителя своего государства, каждого гражданина, который оказывается в каких-то там сложных ситуациях. Что касается непосредственно вот этого убийцы, он является, по большому счету, это, значит, сотрудник ФСБ, который служил ранее в Альфе, в этой группе этой Альфа, а вместе с ним служили сегодняшние телохранители этого Путина Владимира Владимировича. И вот этот вот, вот эти вот коллеги, в общем-то, естественно, там дружба, какие-то отношения, лично он знаком. Этот Путин лично до этого был в контактах с этим Красиковым. Там он там менял фамилию и паспорт ему передавал, как установили, тоже его коллега из ФСБ.
и пистолет, все это уже судом там до деталей установлено, все их каждый шаг этого преступника. И тем не менее его выдали. Почему? Потому что, ну, как мы уже говорили, Хусейн предварительно говорил о том, что, конечно, там предварительно какие-то интересы, ты этот вопрос так широко задал. Там перед тем, чтобы были вот эти вот острая фаза вот этих переговоров, вот это, конечно, да. Перед этим Эрдоган в эфире объявлял о том, что он, значит, подготавливает переговоры, и ведет переговоры и с одной, и с другой стороны по поводу вот этого обмена. И, естественно, там какие-то, просто можно предполагать, что там, естественно, интересы на территории Украины, там какие-то, может быть, вопросы. Может быть, там лично какие-то детали есть и у немцев, и у американцев, какие-то проблемы, которые, в общем-то, закулисно. Это просто можно гипотетически рассуждать, это бессмысленно. Но хорошо, чувствуется... Тогда у меня такой вопрос на почве вот того, что ты сейчас говоришь, у меня тогда назрел вот такой вопрос. Смотри, весь этот обменный кейс, который случился, он, ну, если не в том числе, ну, то как минимум в этот пакет входит и чеченская кровь тоже. Он в каком-то смысле на чеченской крови создан. И вот этот обмен, да, он... Это такой достаточно яркий, такой наглый, даже, наверное, мерзотный плевок всему чеченскому народу, независимо от его от того, кто там, от политических убеждений, взглядов. Для чеченцев, которые хотят быть с Россией, для тех, которые не хотят быть с Россией, для тех, которые за шариат, для тех, которые за демократию, для всех абсолютно, это как раз вот тот случай, который независимо от политических взглядов всех чеченцев объединяет. Это для них, для всех плевок, потому что этот кейс был в том числе замешан и на чеченской крови. Он коснулся всех, независимо от убеждений. И почему и не учитывать этого и не понимать такие серьезные уровни политические никак не могли. Я уверен, что они это должны были учитывать. Они должны были это понимать, и это тоже должно было в расчет. Это не был сиюминутный обмен, он длился долго. Я уверен, что это, там, наверное, минимум год это обсуждалось, может быть и больше. И почему тогда не учли интерес целого народа, почему не учли, что это будет реальным оскорблением, что можно вот так вот в столице цивилизованного государства убить чеченца, представителя этого народа, который вот так вот 100% не был замешан. Да, даже если и был замешан, он должен был сидеть в тюрьме, с ним должен был быть суд или еще что-то. Но это ладно, уже другие детали. Это в любом случае плевок целому народу, что вот можно убить, а потом не понести за это должного наказания. Как, по каким причинам так много государств на таком высоком уровне не учли интерес и чувства целого народа? С чем это связано? Настолько все равно, настолько наплевать на нас? Или что? Вот что вы об этом думаете? Мне интересно знать. Ну, я думаю, во-первых, вина самих чеченцев в неполитизированности, да, вина в том, что сами чеченцы, ну, вот, аполитичны. Мы после убийства этого Хангашвили организовали демонстрацию в Берлине. Вот отсюда Ибраим, мы туда ездили в Берлин, там провели демонстрацию, там Арцуев зарегистрировал демонстрацию. Возле прокуратуры. Да, возле прокуратуры. Ну, сперва там было, по-моему, на площади где-то, да. Потом мы пошли к Генеральной прокуратуре, подали туда заявление. Основной протест у демонстрации, основной месседж какой был? Что именно? Ну, что это политическое убийство, и что чеченское общество требует, чтобы этого человека осудили. Не передавали России. Ни в коем случае не передавали России, что он является вот таким вот преступником. Проблема в том, что на тот период, да, я сейчас точно не помню, к прокуратуре, по-моему, даже родственники не пришли, да, кажется, или пару человек пришли.
ну, родственники, ладно, там горе, все такое. Не было, ну, сколько там нас, человек 12-15, наверное, человек собралось там возле Бранденбургских ворот на центральной площади Александров, плац где-то в Берлине, да, тоже там человек, может быть, 50-60 собралось, то есть вот большого резонанса в нашем обществе это не вызвало. Абсолютно. Наша проблема, да, о том, что если эта беда не коснется лично меня, тебя, другого, да, мы думаем, что это, ну, там, подумаешь, кого-то убили. То есть мы уже настолько привыкли к этим убийствам, к смерти, назовите, войны, имеется в виду, да, это горе ежедневно. Я думаю, что... Ты думаешь, это привычка? Ну не столько, ну, с одной стороны и привычка, с другой стороны страх, чтобы тебя увидят, потом будут напрягать, там Россия, домой надо поехать, там родственники, ну это далекая песня. Все, я понял, да, понял. Да, но это каждый себе накручивает страх, и страх, когда можно преодолеть, но ты когда запускаешь его, свою душу, да, он тебя отравляет изнутри. И ты уже перестаешь быть нормальным человеком, потому что каждую секунду ты думаешь, там, ну, себе картинки рисуешь самые страшные, что может произойти. Здесь аполитичность. Самое главное, что чеченское общество, к сожалению, к большому, вот такое аполитичное на сегодняшний день. Я считаю, что все-таки вот это своего рода такой замкнутый круг. Ну, потому что вот такие вот ситуации, они создают еще большую пассивность, да, в нашем обществе. То есть такая ситуация, она говорит, чтобы чеченцы не сопротивлялись, не активно не выступали за свои права, не проявляли какое-то инакомыслие. То есть, к сожалению, такая ситуация, она создает, еще усугубляет как бы вот это вот вообще... Ну, мы перестаем верить, да, в этот мир, наше общество перестает верить. К сожалению, как это было и вот в эти войны, две русско-чеченские, когда мир все-таки как-то халатно отнесся к нашей ситуации. И сейчас вот это вот, то, что вот это вот было, оно просто, я не знаю, как бы это правильно выразиться, добило, да, вот это вот, как бы печать еще поставила сверху вот этой ситуации. Ну, Ибрахим, я немножко другого мнения, да, потому что, ну как мнение, то, что ты говоришь там, оно имеет какую-то почву под собой, но человек должен сопротивляться. Чем ты меньше сопротивляешься, тем ты меньше имеешь прав. Вот мы должны понять, что наши права забирают в том случае, если мы не сопротивляемся. Мы их отдаем, свои права, там, ну там это пойдет, там отдали, тут отдали. В конечном итоге мы стали бесправным народом. Поэтому мы должны призывать людей, да, вот наших чеченцев, реагировать на такого рода события, реагировать на любого рода события. Это политика, такая штука, да, тут ты не можешь сидеть в стороне и говорить, я не политики. Политика везде. Политика это и в образовании, и не знаю, там, пищевой промышленности, транспорт, везде все это политика, это каждого человека касается. Если мы не будем активными, да, то мы и этого не будем заслуживать. То есть наши права будут полностью отняты. Я с тобой абсолютно согласен, поэтому мы здесь и сидим, да, и вот это вот как бы информируем. Но я просто хотел сказать, что вот эта ситуация, она создается вот таким образом. То есть вот это вот, то, что произошло, оно, как бы это прискорбно не звучало, да, как бы все-таки вот это вот и Германия, и вообще все, кто участвовал, да, вот этот западный мир, вот в этой акции, скажем так, да, все-таки они поспособствовали этому делу. И я думаю, вот впредь, когда мы окрепнем как гражданское общество, когда у нас побольше появится соотечественников, которые все-таки станут бороться за интересы нашего народа,
мы вот эта вот ситуация, которая произошла, мы должны будем ее напоминать каждый раз вот этому миру цивилизованному. И все-таки как бы этот мир, вообще Запад, он тоже является соучастником, к сожалению, да, вот этого дела. Но, тем не менее, мы все-таки мы должны порвать этот порочный круг. Вот сейчас вот в такой ситуации проявлять опять пассивность, да, проявлять какую-то слабость, я не знаю, малодушие, трусость, как бы опять засунуть голову в песок, сидеть и ждать, пока кто-то там что-то скажет. А вот, кстати, к сожалению, почему-то грузины тоже не проявляют никакой активности. Потому что этот человек, он же гражданин грузинского государства, да, хоть у него и корни чеченские, то есть этот человек родился, вырос в Грузии и является гражданином грузинского государства. Понятно, что Грузия сейчас как бы ныне действующее правительство Грузии, оно прорусское. Но все-таки сами грузины тоже, это же как бы и камень в их огород. Вот почему-то грузины... Никто из них официально не высказался. То есть, понятное дело, что на амбразуру они не полезут, у них сейчас там сложные процессы идут, и, в принципе, они достаточно ярко показали свою активность гражданскую, там были протесты массовые, большие, народ вышел, народ был против, но просто народ, он не вооружен, это народ, которого легко на него воздействовать силой, тем более вы сами видели, как это происходило. Но они свою активность показали. То есть сейчас у них процессы, когда им, это звучит, конечно, грубовато, не до этого немного. Но хоть какие-то высказывания кто-то видел на этот счет? Но я не сталкивался с такой информацией. Хорошо, да, касательно этого вопроса, что мы сейчас обсуждали, я бы хотел услышать мнение Рахмана, если есть у него насчет этого что сказать. И потом я хочу перейти к вопросу, который меня, наверное, из всего вышесказанного максимально беспокоит. Рахман, есть тебе что добавить? По поводу этого, то, что говорил Хусейн, что дело в том, что это мнение формировалось у западного общества, формировалось мнение в течение последних 25 лет активной работой на информационном поле пропагандистами России. Рахман, я хочу уточнить, а мнение касательно кого или чего? Касательно чеченского народа. Да, понял. И в результате сегодня дошло до того, что можно игнорировать интересы этого народа, в сущности. Дело в том, что во время Второй войны русско-чеченской уже это началось движение, вот это немножко там радикализация и прочие дела, но общество мировое, да, во всяком случае, гуманитарные какие-то организации все время какие-то акции совершали, какое-то отношение было. А сегодня абсолютный игнор вот этого интересов нации. Абсолютно никто не обсуждал, никто не говорил, что там более десятки тысяч граждан чеченской национальности находятся в застенках российских тюрем по вымышленным, сфабрикованным делам. И на большие сроки сидят, их истязают там, они мучают их там. И это сплошь и рядом. Интернет заполнен этой информацией. И этого не знать просто невозможно, если специально ты не интересуешься. Но, видимо, создался этот образ и удобно в определенные моменты. Но параллельно с этим, опять я возвращаюсь к тому, что там были граждане из Соединенных Штатов Америки и Германии,
которых они освободили, а до кучи, вот там хотя бы одного, хотя бы упомянули наши интересы. Вот о чем мы говорим. Но То есть ни ты имеешь в одного... виду, что вот этот кейс как минимум и с чеченской кровью тоже, и от Да, западного да, и мира было бы абсолютно неплохо игнорировался этот момент, не хоть придали кого-то этому из чеченцев значения. тоже Об спасти. Да, этом, согласен. С этим согласен. поэтому тот, кто, и мы в том числе, должны были бить в колокола. Вот идут переговоры, уже надо было упоминать об этом, говорить не сегодня, как мы собрались, хотя это тоже нужно. И обязательно нужно быть готовыми к следующим моментам. Нужно говорить о наших проблемах, о том, что наши граждане невинные сидят, десятками тысяч сидят в этих тюрьмах в российских посфабрикованных. Конечно, там есть преступники, конечно, есть среди чеченцев и преступники, и, может быть, там уголовники, и рецидивисты даже, может, есть. Ну, среди этих десятков тысяч, конечно, найдутся. Но очень много людей нашей национальности, невинных, абсолютно невинных, и ихние же российские же гуманитарные организации это отстаивали перед ихними властями. Это какой-то нонсенс, но факт, в общем, так. Я понял. Хорошо. Тогда давайте такой вопрос. Он, наверное, самый важный, но потому что это касается того, что будет. То есть то, что мы сейчас проговорили, это уже случилось, и все, здесь мы никак на это повлиять не можем, кроме как проанализировать, сделать выводы, и, возможно, это пригодится в будущем. Какие последствия у всего этого случившегося, на ваш взгляд? Потому что там же очень, очень многослойный такой пирог получается. Вот что, например, там бросится сейчас тот же Яшин зарабатывать себе политический капитал на мировой арене, да, то есть ему явно очень хочется это сделать. Там начнется эта демагогия опять, все эфиры, журналисты, каждое государство начнет на себя тянуть одеяло, что именно они в этом обмене победили, и именно они заключили выгодную сделку. Сейчас каждый будет пытаться все это дело предоставить своему обществу в выгодном свете, где именно он блистает. Россия сейчас будет это обжевывать со своими соусами подавать, Америка со своими, и Германия со своими. Это понятно. Последствия какие? Вот что это для нас? Что это такое? Это вот к чему это вообще сейчас приведет? Что за бардак начнется? И начнется ли вообще? Или просто, как и любая сенсация, не живет больше недели, сейчас пошумят, потрубят, все забудут, и каждый пойдет спать к себе домой. Какие Тезисно, может, ребята развернуто ответят. Первое. Значит, Россия вернула своих шпионов и убийцу, да, киллера, который выполнил свое задание и доложил президенту в аэропорту публично, что он его выполнил. Это вообще такая наглость. Потом российская, значит, вот эта пропагандистская машина вот в этом обмене абсолютно уверенно, можно сказать, смогла сделать так, чтобы Запад заплатил за то, что к себе забрал, ну, хотя бы в каком-то процентном содержании из этих нескольких журналистов и так далее, там гуманитариев якобы там, из гуманитарных организаций, они, там есть какой-то процент этих же пропагандистов, империалистов, и Яшин этот с тем же самым рыльцем в пуху,
насчет империалистических взглядов, и там другие, Богомолов, по-моему, да, там. Ну, в общем, есть они такие, и высказывались, и есть ролики с их высказываниями, этими имперскими взглядами и отношением к национальным меньшинствам, все это есть. Поэтому они что собой представляют? Это пока туман. А вот они конкретно, когда начнут действовать, проявят себя на каком-то этапе. Вот это получается, одних шпионов отдали, других к себе запустили. Это что касается русской. Но с другой стороны, определенные несколько человек, немцы попали в свои семьи, и американские граждане попали, там несколько человек. Ну, мы рады за них, это хорошее дело. И на этом и правда, это радостное событие для определенной группы людей. Но по большому счету это радоваться и тому, и другому, по большому счету, может только российская сторона. Этот обмен выгоден во всех отношениях абсолютно. И слева, и справа, и сбоку, и сверху российской стороне. И Путин в этом, ну, в общем, он все, что его интересовало в этом обмене, он добился там с помощью Эрдогана, с помощью там каких-то до того переговоров или деталей. Там, конечно, были переговоры, когда Эрдоган встречался и с послами определенными, и с представителями государств и так далее. Все, конечно, это что там они там предлагали, какие там, ну, это можно только гипотетически себе там напридумывать. Конкретно мы ничего не знаем. Рахман, мы видим неужели все так однозначно? Рахман, неужели все так однозначно? Вот неужели вот так вот? Айда Путин, айда молодец. Неужели вот так это вот выглядит? Ну, давай опровергай. Ну, где там кто что? Ну, добились они того, что ихних граждан и так обменяли бы. В смысле, там большее количество там преступников, допустим, было бы этих российских. Там невинные люди, абсолютно невинные люди, а здесь ихние шпионы пойманы. Это большая разница. И рецидивист, убийца, киллер, наем, этот вообще в Альфе это они, наверное, больше ничего и не умеют делать, только убивать людей. В нашем родном городе очень проявили себя. Да, я понимаю. Хорошо, Хусейн, тебе есть что сказать? Ибрагим говорит. Нет, здесь я думаю, что вот произошла такая ротация, да. Здесь, ну, то, что выгодополучатель России, это понятное дело, потому что Россия сделала все, то, что она запланировала, и даже больше того. Сегодня, ну, я не говорю о тех американцах, там, людях, иностранцах, которых обменяли. Это плюс большой. Остальном там есть, я вижу, минус, потому что вот это новые русские, эти форумы свободных народов, там, какие-то еще вот эти форумы, которые создавали здесь русские, Каспаровы, Ходорковские, там, прочее, да. Они уже затухли, да, они исчерпали себя, они сегодня их не слышно совсем. Потому что все уже поняли, что это такие же имперцы, как, например, тот же Путин, да. Единственная проблема их приход к власти, убрать Путина. Ну, за Каспаровым я имперства не замечал, а Ходорковский, да, этот персонаж, ну, если конечно, они много вопросов к нему. В одной команде, если, да, то о чем говорить? Каспаров не говорит о том, что надо разделить Россию. Они говорят, что надо убрать Путина и сделать Россию хорошей, новой. А что такое новая Россия? Это же не освобождение насильственно удерживания народов, да? Что такое вообще Россия? Давай так говорить. Например, я вот, если ты посмотришь на карту, российскую карту сегодняшнюю, да, ты там увидишь
такую маленькую Чеченскую республику, да, Дагестан, Татарстан, Хакасия, Макасия, там, Кабардино-Балкария, Якутия, все эти республики, все народы имеют свои республики, ну, государства, мини-республики, очерченные своими границами. Но ты там не найдешь русской республики. Нету такой. И поэтому эти люди, не имея своей собственной республики, называют себя хозяевами всех народов, да, вот этих, от которых я перечислил. Называют. И Точно пытается, да, сидеть и управлять из Кремля этими народами, объедая их, там, уничтожая, посылая на смерть, то есть навешивая ярлыки. Даже сегодня я почему против русского, не русского, а российского названия, российская армия? Потому что, когда мы говорим российская армия, в составе которой все насильственно удерживаемые народы, представители, солдаты, то автоматически ответственность за эти военные преступления ложится на эти насильственно удерживаемые народы тоже. Хотя как бы государство, образующее народ русский, оружие русское, слава русского оружия во имя русского народа и так далее, за будущее, за русский язык, за там русскоязычное население, вся эта борьба, якобы борьба идет, хотя это идет захват территорий. Вот, и порабощение еще дополнительно народу. Здесь вот с такой точки зрения. А здесь сейчас новая кровь. Сейчас Яшин, он очень словоохотливый. Я вот вспоминаю, знаешь, лет 10 назад, наверное, это было, да, я точно сейчас не помню, была передача на «Эхо Москвы», куда меня пригласили. Я здесь из Вены по телефону, там, и как раз Яшин там был. Уже и не помню, кто там, еще целый ряд людей было на этой передаче. Но я передачу сам не мог видеть, потому что я по телефону только разговаривал. И вот Яшин все время пытался меня натолкнуть на то, что он там тогда антикадыровские вот эти лозунги, Кадырова пиарил вовсю. Вот Кадыров, он такой, он это сделал, он то сделал. А я ему говорю, слушай, говорю, Кадыров, кто такой Кадыров? Ну, Кадыров, это же ваш человек, говорю, вы же его как поставили, так и убрать можете. Какая в этом причина? Там причина не в самом Кадырове, да, причина в том, что вы захватили эту территорию, посадили туда человека, оккупировали наше государство, Чеченская республика Ичкерия. В этом вся проблема. И Чеченская республика, сегодня там, если накидывают на чеченский народ какие-то преступления, это не обозначает, что это чеченцы делают эти преступления. Это вы делаете, это вы уже под вашей ответственностью. Все, что происходит в Чеченской республике, сегодняшнее ваше там оккупационное правительство, значит, вся вина автоматически ложится на Москву, на Кремль, на русский народ, на вас, на всех. То есть в этом плане, и я ему там про Путина говорил, вот он был за Путина тогда, просто ему Кадыров мешал, а Путин ему в то время абсолютно не мешал. Поэтому то, что он сегодня будет говорить, может быть, он немножко завуалированно будет говорить, но он будет обязательно говорить о сохранении России. А сохранение России – это равносильно тому, что удержание насильственно удерживаемых народов опять в этом русском болоте, в этом рабстве. Вот и все. Вся их политика. Ну что, я тоже прокомментирую то, что ты спросил. Что как бы может последовать. Вот один раз этот мир, он уже отдав чеченцев на съедение, вот эти вот две русско-чеченские смертоносные войны, как бы оставив нас один на один с этой русской империей, со всем тем, что они над нами творили. Там другой вопрос, да, как они нас преподнесли миру, там радикально вот этой форме, 5-е, 10-е, как они... Это целая тема, да, где нужно объяснять, что вот эта радикализация – это чисто их продукт. Но тем не менее, вот этот мир, отдав на съедение нас один раз, сегодня получил угрозу Третьей мировой войны. И то, что сегодня происходит в Украине, и бурление во всем вот этом мире, и даже вот на Ближнем Востоке происходящая ситуация, да, там Израиль сейчас с этим Ливаном, с этим террористической организацией Хамас и так далее.
То есть это все уже последствия. Это вот как когда-то Джохар Дудаев предупреждал, да, и говорил. Я сейчас не о нем, как о личности хочу сказать, но о его цитате, которая оказалась пророческой, да, где он сказал, что если сегодня Чечня – это внутреннее дело Российской Федерации, то завтра Европа станет внутренним делом. И сегодня мы пришли к тому, что Германия, к сожалению, скатилась на уровень Катара. То есть Катар, который наше общество чеченское критиковало за отсутствие какой-то демократии, какого-то права вообще, за то, что они передали русским вот этих убийц, террористов, которые убили там чеченца, нашего экс-президента. Другой вопрос, опять-таки, о его приверженности к радикализму и так далее. Это тоже целая тема, и это опять-таки же русский продукт. Ну, вот сегодня вот это вот дело, оно тоже ничем хорошим не закончится, к сожалению. То есть вот это уже такой, когда Европа, когда Германия, я не знаю, спускается вот на уровень вот этих вот диктаторских ближневосточных стран, да, где могут спокойно каких-то террористов за какую-то выгоду как бы показать, да, вот это вот преступникам, террористам, что можно все-таки уйти от ответственности, совершать там другие теракты. Вот просто, это просто посыл чеченцам. Это посыл, где вот нам говорят, опять-таки же, вот если вы будете проявлять какое-то инакомыслие, вас могут с легкостью ликвидировать, потом назвать вас переезжающим русским оловянным солдатиком головы или людьми, которые распяли там мальчиков на крестах, пьют русскую кровь там, я не знаю, на завтрак или на обед и так далее. И аккуратно поменять потом вот такого очередного террориста, киллера на опять-таки же хорошего русского имперца. И вот возвращаясь к вот этому человеку, Яшину, о котором Хусейн говорил, когда они общались, кстати, этот Яшин просто ну, по-детски вот это вот внутреннюю свою неприязнь проявляя, кривлялся он просто. Вот эта запись у меня, она тоже есть. Да. Просто от разговора Хусейна, от его речи, он просто кривлялся, вел себя как, я не знаю, как ребенок, да, в детском садике. И вот этот человек, как Хусейн говорит, один из тех имперцев, кто хочет переложить всю свою ответственность, все преступления оккупационного режима, которые они поставили там, будь это в лице Кадырова, я не знаю, Даудова, Демирханова, кто угодно. Вчера это был Абрамов, потом Алханов. То есть это чисто их территория, где полностью они вот это вот устанавливают там свои вот эти вот, я не знаю, бандитские обычаи. И вот это вот люди, которые потом аккуратно перекладывают всю вот эту вот преступную деятельность, называя какое-то, я не знаю, руководством Чечни, там якобы руководство Чечни там что-то делает. Руководство Чечни – это русские ставленники, то есть ставленники России. Ну, как-то вот так. Это печально все-таки то, что происходит. Одно маленькое только такое замечание. Там ты нечаянно, вообще ты-то имел в виду, что они там хозяйничают, когда ты говорил, это их территория в данный момент, ты имел в виду. Это оккупированная ими территория, и они там хозяйничают. В смысле, это наше государство, и это наша земля. Да, вот, кто-нибудь будет использовать. Да, потом тебя же обвинят, что ты сказал. Это я знаю этих. Они ищут все время, где бы мы промахнулись, чтобы там превратить это в отбивную котлету. Ну, кто захочет облить грязью, Рахман? Да, безусловно. Безусловно. Но просто
Здесь Если он ты имел в виду, и мы же понимаем, что он имел в виду. Ну просто по он, по когда белому сам это лебединому подтвердит, будет лугу ясно пройти, им, все равно что он найдется. это имел в виду. И Алертарша, Кавамадас. Он правильно все говорит, это нормально. Все там ясно. Хорошо, в принципе, мы основные моменты проговорили, ваше мнение я услышал. Так и работает свобода слова, где каждый вправе высказать то, что он думает, так и должно быть. Эти мнения могут быть, они могут быть схожи, могут разными быть, можем соглашаться с друг другом, можем не соглашаться. Так и работает свобода слова. В принципе, мы в этом смысле все проговорили. Если у людей, которые нас смотрят, слушают, есть какие-то вопросы, они могут их задать, могут поговорить, могут сами высказать свое мнение. Так что мы, в принципе, да, на связи. Маршал Душик Масарь. Нашел душу. Насчет Зелимхана Хангашвили важный момент не проговорили вначале. Ну, это может и не важно с точки зрения, в общем, диалога, но почему он вообще так важен стал для Путина, как я понимаю? Может, Ибрагим, Фарам, Хусейн лучше знают эту историю. Потому что в 2004 году в столкновении в Назрани, по-моему, или возле Назрани, отряд, в котором был Зелимхан Хангашвили, положил 200-ми около 100 ФСБшников. Вот. И это было одно из самых кровопролитных дней для ФСБ в современной истории России. И вот он стал с тех пор таким личным врагом ФСБ России, можно сказать. Есть такая информация где-нибудь, где с ней ознакомиться можно? Да, пруфы хотелось бы, потому что тогда Давайте я картинка сейчас... вырисовывается тогда. Ну, Да, я сейчас скину тогда в группу то, что я найду. да, Просто здесь, лично я в первый раз слышу про вот это вот дело, потому я помню громкие вот эти вот какие-то действия, которые в Ингушетии в 2004 году проводились под руководством Шамиля Басаева. Но про вот этого человека, про это его поход, 100 он имеет, убийцев. Ибрагим, он имеет в виду, когда Гилаев возвращался через Панкийское ущелье, и в этой группе был, скорее всего, Хангашвили, потому что до этого, я это сегодня, кстати говоря, в разговоре с одним журналистом австрийским, да, предполагал, потому что я этого Хангашвили до этого никогда не видел. Он, видимо, с группой Гилаева шел туда, и где-то в районе Ингушетии, в Осетии, в Ингушетии было боестолкновение. Но я не слышал, правда, что такое огромное побоище там было. Там было боестолкновение, с нашей стороны погибли, с другой стороны погибли. Погиб там английский журналист, тоже имя его забыл. Именно там погиб в Ингушетии, кажется, где-то. То есть эта группа потом ушла в горы, там перешла на нашу сторону, потом ты их тоже видел, по-моему. Просто по логике вещей что-то же быть должно. Ну, не может же вот так вот сидеть, Путин так сидит такой и говорит: слушай, что-то заскучал я. Вот заскучал я что-то, давай-ка, Красиков, поезжай ты куда-нибудь, кого-нибудь убей, да пофигу, кого найдешь, того и убей. Скучно мне, давай. Ну, должно быть что-то, поэтому я спрашиваю, что-то же должно быть, чтобы он взял и послал человека в другое государство искать другого человека, чтобы его убить. Что-то должно быть серьезное, вряд ли он это от скуки заказал. Абсолютно, я тоже думаю, что очень серьезное что-то должно быть, потому что президент России, да, там, если это не политический противник, если там не такой, ну, такая огромная фигура, да, он никогда не пошлет именно киллера какого-то, чтобы его убрать. В таком случае они бы могли просто организовать, например, Кадырову сказать убить или там кому-нибудь, да, там через каких-то других чеченских киллеров могли бы это сделать, как они в Австрии это сделали, да, уже пару раз в Австрии сделали и в Бельгии. То есть здесь совсем другая картина. Мы многого не знаем в отношениях Хангашвили. И там дело в том, что в Тбилиси было покушение до того, как он перебрался в Германию. На Хангашвили было покушение в Тбилиси. В него стреляли, и он раненый, еле доехал до больницы, сам за рулем доехал до больницы, там потом
выкарабкался из, в общем, не умер. И потом он перебрался в Германию, но преследование, которое было там в Тбилиси, в Грузии, продолжилось в России. Там совсем другие корни какие-то. Мы многого не знаем еще. Хусейн, Хусейн, Хорошо. Deutsche Welle бог газет Тешем Юрий. Муга? Deutsche Welle. Deutsche Welle бог газет. Deutsche Welle бога, прорусский газет, только Deutsche Welle. Масана Хушмадет. Вот царь сайт, а yok информации. Ну, это я тебе говорю, это прорусские журналисты сидят на Deutsche Welle, вещают, которые на русском языке говорят. Это все бывшие, не бывшие, сегодняшние. То есть, там, такого серьезного я на Deutsche Welle не видел. Фактически, конечно, там может быть какой-то факт, но они его как преподносят. Иногда берут журналисты эти факт какой-то, конкретно случившееся событие, и так его преподносят, что ты вообще о другом событии как будто бы информацию получаешь. И уже там расставлены акценты, они там умеют это делать. Что ты хотел сказать? Я об этом случае просто вообще не слышал. То есть я когда был дома, я пересекался с людьми, которые из Грузии переходили на нашу сторону в отряде, там, с Гилаевым вместе. Ну, чтобы там вот убийство массовое, 100 каких-то ФСБшников. И вообще об этом человеке я вообще ничего не слышал. Да. И только для меня тоже это огромная загадка, потому что я его услышал о нем только после его гибели. Ну, я рассматривал там две стороны. Я тоже хочу это озвучить. Панкиси, вот территория Грузии, она является таким, я не знаю, местом, да, такой очагом, вот где русские пытаются, вот как они оттяпали Абхазию и Южную Осетию от Грузии, вот тоже таким потенциальным местом для нападения, да, чтобы вот оторвать этот кусок. И то, что там среди чеченцев, панкистцев, кистинцев тоже происходит, вот радикализация там тоже большая часть этого общества. Это просто, ну, как и в остальном чеченском обществе, вот эта радикализация, она туда тоже перекинулась, и это происходит не изнутри, то есть это не изнутри произрастает. Это такой очень удобный механизм, который уже давно, инструмент, который давно уже используется. И вот у меня примерно, я думаю, вот две версии я рассматриваю. Одна из которых, что этот человек мешал русским осуществить свои какие-то цели, да, вот в этом панкийском регионе. Как мы знаем, вот этот вот в 2012 году вот это в ущелье Лапота произошедший инцидент, тоже где группа лиц с территории Грузии, собранная здесь в Европе, должна была проникнуть на территорию ныне оккупированной Чеченской республики Ичкерия, то есть ныне находящейся в оккупации Российской Федерации, где присутствовали вот эти огромные, там, я не знаю, десятки тысяч армия, да, вот это самые большие якобы такие масштабные учения за всю историю. То есть, это не удалось. Не удалось этим людям перейти с территории Грузии, создать прецедент, чтобы напасть на них с территории ныне российской, находящей под российским этим, под их этим, влиянием, скажем так. То есть вот это не удалось тогда. Сейчас вот это такое... Я не думаю, что у них пропал интерес у русских. То есть этот интерес у них есть. Они постоянно будут
как бы держать очаг вот этот и будут пытаться сделать, ну, реваншировать, что ли, еще повторить вот это, то, что у них не получилось. И вот на мой взгляд, этот человек им мешал. На мой взгляд, у этого человека было какое-то влияние, да, на общество, которое вот как бы живет на территории Панкиси и так далее. То есть он мог мешать, чтобы русские создали снова вот подобный прецедент, да, для вторжения и нападения, и оттяпания, грубо говоря, вот этой территории Грузии. То есть вот одна из версий, которую я рассматриваю, ну и другая версия, этот человек вполне возможно, что мог работать и на спецслужбы российские, и мог иметь большую, огромную информацию. То есть и как они это у них принято, они как бы подчищают следы за собой. Но это такая маловероятная версия, тем не менее я ее допускаю. То есть я не могу утверждать ни то, ни другое, но вот эти вот две версии, за которую русские готовы на территории европейских государств совершать террористические акты во вред, как бы, и так, я не знаю, уже настолько попорченного имиджа России. Вот как-то так мое видение насчет этого. Мы тебя услышали. Нормально. Что, если некому больше что-то добавить, спросить или наоборот опровергнуть, то что мы тогда Артур, закругляемся? если хотите, я для более ясности могу прочитать, о чем именно шла речь, когда вот этот Deutsche Welle говорит, что он где-то участвовал в какой-то атаке, и там было убито 100... Да, конечно. Да, давай. Согласно вот этому ресурсу, они пишут со слов какого-то Штебера, это может быть какой-то германский корреспондент или журналист, не знаю, но суть в том, что кем Хангашвили считали спецслужбы России, это нападение группы чеченских боевиков на Назрань в июне 2004 года. Атака, в кавычках, боевиков, это я кавычки ставлю, привела к гибели почти 100 сотрудников МВД и ФСБ России. И Хангашвили в этой атаке якобы участвовал. Ну, это то, о чем я говорил. Это вот эта операция. Нет, он же говорит 94-й. Нет, 2004 год. 2004. То есть суд в Берлине, это как бы... Суд в Берлине состоялся как акт государственного терроризма со стороны Российской Федерации. То есть, получается, сегодня немцы обменяли террориста. Он даже и не убийца, он террорист, оказывается, согласно суду в Берлине. То есть я к тому, что акцент опять надо ставить правильно. Убийца, это понятно, да? Убийца, он может быть там какое-то частное лицо, которое в целях своей личной наживы убить. Потому что он и до этого служил там, и побывал и на нашей родине, кровью залиты руки уже. Не, а с Бога, Фараму, тут, я почему подчеркиваю акцент, где нужно правильно, то есть убийца, понимание убийцы может быть любое гражданское лицо, да, а вот тут да, сам суд Берлина говорит, акт государственного, сделал, да, акт государственного терроризма со стороны Российской Федерации, то есть террориста обменяли сегодня. То есть есть прецедент, что якобы с террористами тоже, оказывается, ведут переговоры и обмен производят. Ну, фактически его руководителя называют там спонсором. Ну, почти более 100 стран, по-моему, признали Россию спонсором международного терроризма. Так что ничего там удивительного. Ну, просто удивительно, что Германия и Соединенные Штаты на это пошли. Вот что-то там, что-то мы еще не знаем, видимо. Есть еще что-то где-то за кулисами. Да, безусловно. Я, например, тоже не могу понять. В 2004 году была операция, да,
Ингушетии. Ее проводил Шамиль Басаев, командовал этой операцией. В этой операции погибли в основном ингуши, там никаких ФСБшников не было. Там были обычные ингушские милиционеры, которые попадались, райотдел был захвачен и так далее. То есть в этом случае, да, все равно он не подпадает под то, чтобы его потом преследовать в Тбилиси и преследовать в Берлине. Дело в том, что я знаю, например, здесь в Австрии был один парень, который в Буденновске с Шамилем Басаевым был. Буденновский, да, еще там в 96-м году, которого осудили в России, его задержали, осудили на 12 лет. Он просидел 12 лет, никто его не стрелял, его не убил, в российской тюрьме отсидел и вышел. То есть где тут логика? Вообще никакой логики нету, что Хангашвили из-за того, что он там был в числе, и не главный, в числе группы какой-то под командой Шамиля Басаева, ну, вошли в Ингушетию, там потом Нальчики они были, совершали, пытались там захватить освободить, одним словом, нашу территорию, чтобы с этих территорий на нас не нападали российские эти войска, там менты не брали наших людей в заложники и так далее. Здесь вообще логики никакой нет в том, что пишет Deutsche Welle. Deutsche Welle написала это тоже из уст какого-то человека, которому надо было так сказать, чтобы найти почву, найти оправдание тому, что убили Хангашвили среди белого дня в Берлине. Хангашвили, та версия, которую Ибраим высказал по поводу того, что он какое-то, видимо, влияние имел вот это в Франкистском ущелье, там, когда какие-то события были, и он противодействовал вот это, российским интересам, так мягко скажем. Он, видимо, это очень серьезно повлияло там, видимо, они рассчитывали провернуть какую-то операцию, и вот он помешал, видимо. Ну, одним из участников тех, кто помешал был, наверное. Там больше политика, чем даже кровь. Видимо, он там помешал. Здесь интересно еще, знаешь, один момент, да, что грузинские власти никаким образом не реагируют. Здесь в Вене вот был суд, да, по этим убийствам 11 вот этих Лапоти. 11 пацанов, по-моему, 6, что ли, были из Вены, из Австрии. Пацанов навербовали туда, отправили, там еще с Панкийского ущелья подсоединились, 2012 год. И эти люди двинулись в путь, и один тут был Абу Хамза, в миру Магомед Ибрагимов, который вел эту группу. И на суде он представлялся человеком Кадырова, работником ГРУ, агентом Кадырова, ну там по-всякому он себя называл, но всегда говорил, что он с Кадыровым, с русскими, в общем. Они его должны были спасти, вывести и так далее. То есть этот процесс, в результате вот этого ихнего похода, три полицейских грузинских были убиты в перестрелке, да, там. 3 грузинских полицейских, по-моему, 1 или 2 ранены еще. И ни одного грузинского представителя на суде не было. Ни этого человека, фактически против него никакого уголовного дела Грузия не представила никакие документы, которые его там обвиняли в чем-то, да. И судья уже, вот этот судья австриец, пожилой законный мужик, для того, чтобы его не отпустить просто так, он его посадил по статье за участие в террористической организации «Имарат Кавказ». Именно с такой формулировкой он ему влупил 7,5 лет, кажется, тюрьмы. И потом уже прошло какое-то время, он сидел здесь в тюрьме, и когда его пытались оттуда, из этой тюрьмы, депортировать, что ли, он начал на Кадырова наезжать, там такие всякие грубости, грязные слова, все такое говорил про Кадырова.
А сегодня мне журналист австриец говорит, ну, когда речь о нем тоже зашла, что его отсюда отпустили уже из тюрьмы, он типа отбыл срок свой, видимо, и сразу отсюда же поехал в Москву. Все. Да. Так, ладно, касательно сегодняшней темы, с которой мы начали, в принципе, понятно, что не все вопросы, да и все и невозможно, у нас нет какого-то инсайда, мы могли пройтись только по верхушкам айсбергов, которые нам всем показали, всему миру, поэтому здесь что знали, то и обсудили. Я думаю, все пришли к общему мнению, что это в любом случае, при любых раскладах, положительных, отрицательных, это так или иначе плевок в сторону и нашего народа тоже. Это, думаю, ни у кого сомнения не вызывает. Как правильно сказал Рахман, могли бы хотя бы в качестве небольшой компенсации в этот обменный кейс хотя бы одного безвинно удерживаемого в тюрьмах чеченца могли бы обменять тоже, освободить хотя бы одного человека, это было бы как минимум приятно и правильно. Здесь с этим полностью согласен. Вот. У всех свое мнение. Я хочу поблагодарить зрителей за время, за интерес к этой теме. Вот. На этом я вас покину. Со связи, Аушин. Все, маршал дома, сэр. Гурдуэй даму. Да, удикенс гойтылы. Адики. Возможность тем я вот хотел бы как одну из кандидатур, которую бы, да, там гипотетически можно было бы освободить, напомнить об одном поэте чеченском, Шамиле Арбенине, который сдался здесь в Австрии. Он сдавался в Австрии, Австрия его депортировала в Россию. И вот в 2021 году вот этого Шамиля Арбенина арестовали, задержали в Москве. Его обвинили в том, что он в 2000 году в составе вооруженный мятеж, там, ну, короче, на псковского десантников напал, да, в 2000 году в отряде Шамиля Басаева, и за это ему дали в Москве 10 лет тюрьмы. 10 лет тюрьмы поэту, да, который, это не доказано, что он был в этом отряде, просто придумали такое, что он был в отряде. И посадили этого человека, он тоже должен считаться политическим заключенным. Но такая тактика, да, не работает в отношении чеченцев. Дело в том, что вот заключенный политический или нет, эту категорию политических заключенных, в эту категорию, в этот список политических заключенных вносит мемориал. Это как бы только мемориалу принадлежит право внести человека, я так думаю, точно 100% не могу сказать, но все время слышу, что мемориал там такого-то человека признал политическим заключенным. То здесь уже опять получается, что захватили и это, да, избирательное право на назначение там, политического заключенного. В эту категорию могут не входить представители других народов, как политические заключенные. Дело в том, что это не обязательно, человек должен жить в Москве, как Яшин, Карамурза там, и другие, да, и из Москвы вещать. Любой человек, который живет на периферии, борется против беспредела, против беззакония в России, да, любой человек может считаться политическим заключенным, если его по этой статье посадили. А таких очень много. Чеченцы вообще одни из первых, кто вообще под эту статью политически заключенные подходят, потому что наши проблемы начались из-за того, что Россия в 1994 году напала на наше государство, и люди, которые вышли защищать с оружием в руках, без оружия, при зачистках, захватывали людей. Вот в Москве, вы, наверное, знаете, это до начала войны, когда был даже Хасбулатов Руслан председателем Верховного Совета, было такое распоряжение, ну, там, изжить, что ли, чеченцев из Москвы, или изгнать, или
ну, подвергнуть всякому насилию. И поэтому любой милиционер мог на улице остановить чеченца, обыскивать его, подкидывать в карманы всякую дрянь, да, и забирать деньги у него или сажать в тюрьму. Поэтому кто в Москве в тот период жил, прекрасно, наверное, помнит, что все чеченцы ходили с зашитыми карманами для того, чтобы в карман ничего не закинули, там патрон или наркотики, или ношу что-нибудь такое. Эти периоды тоже очень серьезно отразились на нас, чеченцах. Потом уже во время войны тоже молодежь мало об этом времени знает. Все населенные пункты подвергались зачисткам так называемым. То есть это зачистки, это были, как их по-другому назвать, зачистки, ну, такое слово, там можно щеткой помыть, очистить, зачистить. Да. Придуманное русскими слово для того, чтобы не коробить. Усиленный террор чеченцев был. Да, это были облавы, самые натуральные облавы, которые СС проводила. И именно окружали, по национальному признаку, а не по преступному. Там, и так окружали населенный пункт, окружали русские населенный пункт полностью техникой. И входили, и бесчинствовали полностью у гражданского населения, отбирали какие-то ценности, золотые вещи, деньги, уводили мужское молодое население. То есть вот что-то такое, что есть эти зачистки, другими словами. Сегодня украинцы, вот тоже тема, да, можем и туда тоже гулять, в эту тему. Сегодня украинцы удивляются, что у них унитазы уносят, да, стиральные машинки уносят, там планшеты воруют и так далее. То есть это само это явление, да, это не новое. Само русский солдат всегда был жуликоватый во время Второй мировой войны. В Германии воровали, насиловали, убивали, все, что хотели, они там делали. Но это были деды. Потом вот нынешнее наше поколение, например, тот, кто с нами воевал, эти стали отцами уже, да. А сегодня ихние дети воюют в Украине. Дети тех, кто воевал против нас, они воюют в Украине, продолжают дело своих дедов, отцов. У нас они вообще грабили, не просто так грабили, да, у женщин, я знаю много случаев, когда с ушей золотые сережки прям наглую задирали, вот эти ушные мочки рвали, цепочки снимали, с убитых женщин снимали золотые какие-то, ну, если там на улице попадали в круг, там, убитых, расстрелянных людей, их грабили. Там то, что в домах происходило, каждый из нас может рассказать в своем личном доме, что они брали, что там они делали, как они гадили, там делали туалет прямо на кровати, оправлялись прямо на кровати, залазили, да, оправлялись, били телевизоры, картины рвали, там, ну, все, что возможно. Животных на улице, коровы, лошадей, просто стреляли, курей, собак, там, все, что двигается. Вот эти русские варвары расстреливали просто. Это было им по кайфу стрелять в движущиеся, как в мишени, как в тире. То есть вот эти вещи, когда мы не рассказываем об этом, да, такое впечатление складывается у людей, которые не знают, что произошло, у того поколения, которое сейчас выросло, не видя в русско-чеченскую войну, как чеченцев, так и других национальностей людей. Вот новое поколение, например, украинцы, да, они что о русско-чеченской войне знают? Ну ничего абсолютно. Она когда-то была русско-чеченская война, потом ее уже русско-украинская перехлестнула, и потом там уже создали образ Кадырова, да, надули его, и пихают его во все дырки для того, чтобы за его спиной спрятать военные преступления русских, и чтобы в конечном итоге виновными в русско-украинской войне оказались чеченцы. Вот к этому идет, мы это видели по разговору Карпенко, например, с этим военнопленным. Нет, ну вот этот момент я бы хотел бы упомянуть тут одну такую вещь. И существуют упреки в сторону чеченцев, что вот оккупированной Чеченской республики
якобы они там воюют против Украины и так далее. Да, украинцев с Донбасса, с этого Луганска, Крыма и так далее, ну, с российской территории не будем говорить, украинцев, украинских граждан бывших, и их воюет больше, чем чеченских представителей от оккупированной Чечни. Намного больше. Даже во много, я бы сказал. И тем не менее, почему-то, ну, вот, как будто бы клюют на вот эту вот рекламу. От того, что ты ролик покажешь, там это же совсем не... Там сделали сборный пункт на нашей территории, на территории нашей Родины оккупированной. И оттуда везут туда. Ну это же не по доброте душевной, не по инициативе чеченцев, этих граждан этой республики оккупированной. Этот сборный пункт, эти базы там делают. Это не по их инициативе. Что касается, я хотел сказать про этих политических. Дело в том, что именно к представителям нашей национальности индивидуально-персональное отношение. Ему фабрикуют уголовное дело для того, чтобы он не был политическим заключенным. В том-то и дело, его-то фактически по политической статье, чтобы не судить, ему пришивают, фабрикуют абсолютно уголовное дело, там, или наркотики, или какие-то военные действия, ну что угодно. У них абсолютно нету никакого там ограничения. Они что угодно фабрикуют, и никто им не мешает. Абсолютно ни судья, ни следствие, все вкупе действуют в одном направлении. Это как банда преступников. У определенных государствах существует коррупция. И с этой коррупцией борется аппарат государственный, какие-то институты, силовые структуры, суд, прокуратура и так далее. А здесь суд, прокуратура и все силовые структуры, это и есть это организационная вот эта преступность. Все, я... Да, в 96-м году, да, я занимался обменом военнопленными. Вот русских на чеченцев меняли мы, в общем, там происходили, составляли списки, подавали эти списки, сверяли эти списки. Ну, шла такая кропотливая, долгая работа. Ну, у нас не было возможности, конечно же, содержать этих военнопленных в одном месте. У нас не было ни тюрьмы, ни приспособленного для таких вещей помещения, где можно было бы собрать в одну кучу этих людей, охранять, кормить, поить, создать для них безопасность и так далее. И из-за этого они содержались в подразделениях, которые их, в принципе, пленило. Ну, и они там содержались не в качестве военнопленных, да, но они были военнопленными, но они там как вольно шатающиеся, да, вот подразделение, там, то принеси, то отнеси, там, разговаривают, ну, чуть ли не дружеские такие отношения. Но потом в этих списках, когда обменивали, да, русские шли всегда как русские военнослужащие. Чеченцы, на которых обменивали, даже гражданские, которые вот при этих облавах были схвачены и осуждены, эти люди записывались у них как незаконные вооруженные формирования, то есть как члены незаконных вооруженных формирований, то есть бандиты, да, на самом деле. Вот и когда получалось, обмен происходил, получалось так, что мы хороших русских солдат, ну, просто мальчиков, да, каких-то 18-летних, 20, их меняли на чеченцев. На преступников. На преступников, да. Вот все наоборот, абсолютно наоборот. Все. Тут мирных жителей хватает и записывают их в террористы, там, в организованное преступное формирование. А эти вооруженные пришли на территорию чужого государства, воруют, грабят, убивают, насилуют. Ну, все преступления, какие можно, весь букет они совершают, и они якобы на государственной службе и так далее.
Все у них там. Надо здесь, знаешь, просто еще подчеркнуть, да, что за 2 русско-чеченские войны, в которых погибло 300 тысяч гражданского населения, 300 тысяч убитых людей, разрушены города, села, стертые с лица земли. Вообще некоторые населенные пункты полностью были стерты с лица земли. Город Грозный был на 95% разрушен. И за эти 2 войны осуждены Буданов, по-моему, Аракчеев, там еще пару человек, 3-4 человека, которых осудили, и это даже одному, то ли Аракчееву, я сейчас точно не помню, так и скрылся, короче говоря, и недавно о нем писали что-то такое, не о нем, а о другом. То есть не было никакого осуждения, никаких уголовных дел в отношении русских военных преступников, которые совершили массовые убийства, фактически геноцид над чеченским народом. Вот такое отношение к правосудию в России, да, такое отношение к правосудию в России со стороны европейского сообщества тоже, потому что они на эти военные преступления смотрели просто сквозь пальцы, абсолютно ничего не делая в этом плане, да. Вообще хочу еще раз подчеркнуть, что этот сегодняшний Путин, да, родился и вырос чисто на чеченской крови. Там он родился как Путин, там он стал военным преступником, и оттуда он пошел уже в Грузию, Украину и так далее. То есть напившись чеченской крови, ему никто не осуждал его, не говорили, что не пил. Все думали, что напившись чеченской крови, вот этот монстр, да, остановится, насытится. Ну, как мы знаем из любой сказки, ни дракон, ни какие-то такие существа. Аппетит да, разгорается. Да, у них аппетит только разгорается. В данном случае мы видим, как... Они приобретают размеры же. Сам вот этот вот динозавр, монстр, черт этот, он приобретает размеры, и у него, естественно, потребность больше. Он обрастает всей этой сволочью вокруг себя, и их тоже же кормить надо. Ну, в данном случае размер, можно сказать, что это территориально как бы размер. Монстр – это Россия, и она обрастает территориями, прирастает, становясь еще больше, становясь еще опаснее. Потому что даже со времен Александра Македонского, Гитлера, там, любых таких, Чингисхана, любого завоевателя, который ввел огромные такие мирового масштаба войны, солдаты их армии, да, пополнялись с территории, которые они захватывали. И в данном случае у Путина точно такая же тактика на примере даже этой же Чеченской республики, хоть она и маленькая, но все равно мужское население, которое недоистребили за 2 русско-чеченские войны, сегодня пытается истребить полностью. Когда перестанет существовать там мужское население, народ просто прекратится автоматически, перестанет существовать. Если не будет молодого поколения, способного завести семью, там, детей и так далее иметь. То есть народ просто постареет и все, закончится на этом. Я хотел сказать, что вот этот вот вопрос, от которого ты затронул, что вот этот вот судебный процесс над ними, мы не обратились, мы не способны, политически или юридически там обессилены и так далее. Во всяком случае, вот эти вопросы, они должны висеть над Россией как дамоклов меч, потому что сегодня у нас в Европе учатся молодежь, они юристами будут, политиками, и эти вопросы не останутся без ответа. Обязательно они поднимутся. Наша молодежь, она не будет уже там более так примитивно решать вопросы, как они все международные институты будут задействованы. Они будут обращаться туда, куда надо.
И вот что эти вопросы останутся без внимания, и что они уже решили это дело, вот, оккупировав там, установив свой режим там, и так далее, они зря так думают. Это не так просто, это не остановится. Это очень серьезное дело. Это национальный вопрос, это государственный вопрос. И просто так существующее государство, даже из-за невнимания, даже из-за непризнанное было, да, там два государства каких-то признали, но это несущественно. Главное, оно как в ООН, как непризнанное государство, но представлено уже, объявлено независимым государством. Посольствами, там, дипломатическими институтами обмениваться с другими государствами, признания и так далее. Все это нарабатывается годами, десятилетиями. Все страны в один день, ничего не появляется на земле. Все будет, но это государство, используя все законы международного права и Советского Союза, на тот момент существовавшего при распаде, потом указы этого первого президента Советского Союза Горбачева, потом распоряжения, утвержденные Верховным Советом СССР, кстати, тогда и Верховный Совет вместо парламента. И вот все это утверждено, и по законам мы объявили независимость и вышли, в смысле, из состава России, хотя мы в нее никогда не входили, из состава РСФСР вышли по всем пунктам, по всем правам международного права и Советского Союза. А потом, когда Советский Союз распался уже, точно, кстати, мы стали 16-й республикой, не 16-й, точнее, а 13-й, потому что 3 республики Балтии вышли, Эстония, Литва и Латвия, они вышли из состава Советского Союза, еще при Советском Союзе, еще не распался Союз. Это позволило, конечно, там были против этого какие-то акции, убийства, войска вводили там и так далее. Но, тем не менее, балтийцы добились своего. Они, у них были, кстати, в Европе у них были, и, вот, допустим, в Литве конституцию разрабатывали эти беженцы, вот такие, как мы, политические беженцы, разработали в эмиграции свою конституцию. Наша конституция, кстати, нормально, последовательно, объявление, выборы, кстати, в смысле с представителями международными, в присутствии представителей выбрали первого президента, первый парламент, и первым указом 1 ноября 1991 года наша страна была объявлена суверенной. И потом парламент наш разработал Конституцию, и в 1992 году уже была, в смысле там в феврале, уже была Конституция у нас. А российская конституция, вообще само это государство Россия, оно образовалось-то только в 1993 году. И какие претензии, как может там говорить о том, что там... И жили они спокойно до 1994 года, признавая наше государство. Не документально, не юридически, но вообще абсолютно спокойно. Конечно, эмиссары, там это, все, чем можно мешать, чтобы мы не наполнили свой
значит, содержанием суверенитет нашего государства, все они делали. И диверсии, и преступников сюда засылали, и что только они делали. Но, тем не менее, жили. И у нас при всем, после распада Советского Союза, на нашей территории меньше всего из всей территории постсоветского пространства было преступлений. А они нам вменяют вину, что там каких-то преследовали русские и так далее. Что якобы, потом задним числом они сделали вид, что якобы Первая война началась там по какой-то такой причине. Но это... Причину начать. Они сначала пытались из нее сделать гражданскую, типа того, что противостояние оппозиции и так далее. Сами же с танками. Танков у нас нету, чтобы там танками, БТРами заезжать. Целые колонны с воздуха бомбят. Это якобы оппозиция. Какая? Алло, я просто машинально переключился вообще. Я бы хотел вернуться к вот этой теме. То, что Путин озвучил, да? Если вы помните, чуть раньше при встрече бывший канцлер Германии Меркель, когда они на эту тему брали у него интервью, общались, пресс, вот эта вот конференция у него была. И там Путин говорит, а он был не грузин. Я думаю, вы помните этот момент все. И это, вот этот вот посыл, который из его уст там прозвучал, вот он был не грузин. Типа это обычный чеченец, да, там. Можно убивать, да. Да. Вот это вот. И сегодня даже тем пехотинцам, которые в русских каких-то рядах устанавливают вот этот русский мир вместе с русскими, это для них тоже должен быть это посыл, да? Вот это вот то, что он высказал. Можно убивать, смело. Да. А вот это то, что он озвучил насчет переезда по головам, да. Ну, даже не это. Вот я хотел, наверное, напомнить другую тему. Сейчас у меня мысль чуть-чуть потерял. Хусян, можешь пока высказать такое. Ну, в Мысль принципе, вылетела. Я хотел то, что я хотел озвучить. я вообще хотел бы сегодня такой вечер, да, мы говорим больше как бы о Красикове. Эту тему тоже затрагивать. Может, у кого-то из слушателей есть какие-то вопросы, или может кто-то сам хочет тоже включиться в разговор и свое мнение высказать. Но мы по этому поводу тут говорили о том, что Путин как бы стал немножко рукопожатным из-за этой аферы, которую он провернул, да. Он много пользы получил. Во-первых, своих бандитов, шпионов, убийц вернул назад. В Европу заслал новую кровь молодую в лице Яшиных там, и других людей, которые будут сегодня подменят тех, которые были Каспаров, Ходорковский, и будут дальше говорить о том, что внушать европейцам, что Россию можно спасти, что если там Путин уйдет или умрет, или повесится, что-то с ним будет, то это Россия, новая Россия будет демократической и так далее. Тут мы понимаем, что Россия демократической вообще не может быть, да, гипотетически, потому что как только поползновение к демократии начнутся, Россия рассыпется как карточный домик. Не из-за войны рассыпется, именно из-за демократии, потому что все народы, насильственно удерживаемые на территории Российской Федерации, которыми опостылила эта Россия, Кремль, Путин, там все вот эта верхушка, да, вот эта пирамида, которая сидит на их шее, они с удовольствием ее стряхнут. Все народы сегодня прекрасно понимают, что без России можно очень хорошо жить. Якуты, например, да,
имеют огромную территорию, алмазы, там, оленеводы, там, чего там только нет, Сибирь, тайга, то есть море всего. У любого народа, которого на территории Российской Федерации насильственно оккупированные, да, живут на своих исконных землях, вот эти люди могут без России очень богато жить, очень справедливо, богато жить в отдельных государствах. Пусть они будут маленькие, но эти государства будут самостоятельные, и эти народы будут вершить свою судьбу сами. Конечно. Поэтому любой человек, кто сядет в кресло, Яшин будет, там, Ходорковский, Каспаров, самый лучший русский, которого я даже признаю как хорошего человека, сядет в русское кресло, да, он будет обязан быть Путиным. Потому что империю можно сохранить только, если она будет воевать, нападать на соседей или же внутренние какие-то войны там развязывать внутри себя. То есть другого варианта существования империи нету, просто не бывает. Я бы хотел к своей мысли вернуться. Наверное, долго, когда кто-то говорит, я не знаю, или мне это кажется, я уже пару раз потерял мысль. Вот этот прием, который Путин применил, что я хотел сказать. Например, вот это убийство, да, Буданова, которое совершил наш соотечественник Тимирханов. С моральной точки зрения, да, это как бы человек, который их, вот этот вот преступник военный Буданов, который изнасиловал, скажем так, уже труп вот этой девушки, которая сопротивлялась, и лишь ее уже там, тоже вот это, согласно экспертизе и так далее, то есть он уже, скажем так, труп ее изнасиловал. И после этого он как бы ничего не получил. Более того, русские, вот как в случае с Путиным, как он назвал Хангашвили, что головы там, якобы Хангашвили переезжал на машине этим русским солдатам, точно так же Эльзу записали в ряд вот этих снайперш неких, молодую девушку. Насколько у нас снайперши девушки были или не были, вообще в первую войну я знаю, что там помогали, и во вторую в основном там готовили женщины и так далее. Да, были какие-то моменты, когда с оружием попадали в кадр, где-то там наши девушки тоже фотографировались, но лично я на своем опыте не знаю, когда именно там с оружием в руках принимали участие женщины. Ну, тем не менее, ее приписали туда, как якобы снайперша. И вот этот человек, он где-то как на курорте провел какое-то время. И в итоге вот эта справедливость, она восторжествовала. Все-таки он настиг свою участь. И с точки зрения права, да, с точки зрения закона, да, он поступил противозаконно. То есть Тимирханов поступил противозаконно, но тем не менее, цивилизованный мир, понимая вот эту ситуацию, да, понимая, что в России нет правосудия, с моральной точки зрения, все-таки его поступок, он, ну, как бы, его можно понять. Вот в случае с тем, что с тем, что озвучил Путин, вот с их вот этим акцией, с их, что он якобы переехал в Волгу, это своего рода такой прием, да, вот, который он использовал, и человек, который якобы там, ну, еще с черной повязкой где-то, да, там фотографии у него. И вот как мы сейчас в эфире узнали, оказывается, Deutsche Welle тоже подыгрывала, да, там пишет, что он якобы 100 ФСБшников каких-то уничтожил, ликвидировал. Что и как бы... Ну, что и ожидалось, да, со стороны Deutsche Welle, со стороны хороших русских, орудующих на Западе, хороших русских имперцев, если правильно будет, вот так.
То есть вот этот вот прием, он применен таким образом, что, ну да, даже этому человеку можно тоже морально как-то понять его, да? Вот он там за своих русских солдат как-то пошел и отомстил, ну или привел в исполнение вот этот вот приговор. То есть вот это очень хитро. Но в отличие от убийства Эльзы, изнасилования ее, то, что озвучил Путин, у него нет никаких доказательств, кроме, повторяюсь, вот этого, то, что мы услышали, кроме того, что сейчас, оказывается, распространяла Deutsche Welle. То есть вот эта ситуация, она вообще очень огромный опыт у России, у русских спецслужб именно с применением вот такого пропагандистских вот таких методов. Это все-таки работает как-то на сознание людей. И то, что вот эта подача, она, видите, вот якобы Deutsche Welle, они критики Но Путина. если говорить об этой акции, какие там где их расположили, эти головы там, по которым он ездил, где это произошло? Ну что это? Это же абсолютный фейк, неправда. Нету никаких оснований даже об этом говорить, не то, что там... Ну, видишь, такого факта нету вообще ни одного. Не то, что там именно этот Зелимхан Хангашвили. Вообще такого факта с чеченской стороны нету. Но зато есть видеоролики сплошь и рядом, как танками они заполняют эти рвы и трамбуют их танками чеченцев, убитых. Да, но видишь, как вот... Пленных, кстати, пленных расстрелянных. Как Хусейн любит вот эту цитату произносить, дело петуха прокукарекать, а за восход солнца он не отвечает. Вот так же Путин вот это вот прокукарекал это дело, а Deutsche Welle еще со своей стороны подлила масло в огонь. И это вот все-таки работает как бы на сознание людей. На службе. Deutsche Welle. Да. Ну что, Хусейн, наверное, закругляться будем. Или, может быть, есть у кого вопрос? Может, кто-то хочет что-то сказать? У нас завтра по регламенту эфир будет в 21:00 в субботу, как обычно, по Брюсселю в 21:00. Мы можем опять эту тему, если интересно, как бы развивать. На сегодня, если хотите, мы можем как бы вот это уже завершить. Хусейн, у тебя микрофон выключен. Микрофон не включен. Сегодня 2 августа, скоро 6 августа. 6 августа – День Победы чеченских вооруженных сил над оккупантами, над русскими оккупантами. Мы могли эту тему взять вот 6 августа или отдельный выпуск сделать, потому что это настолько важная тема, да, многие люди не знают, что произошло, как произошло, считают, что вот чеченские вооруженные силы не победили, а русские просто взяли, вышли, потому что им так захотелось. Если бы они захотели, они бы победили, они бы нас всех там перебили и так далее. То есть это ложное представление. Наши вооруженные силы совместно с ополченцами и всем чеченским народом сделали такое героическое, такой акт героический, не знаю, как даже его правильно назвать, да, истории, аналогов, как русские любят говорить, действительно нету. Такого рода боевых действий именно по захвату городов или в обороне городов такими мелкими группами, такого опыта войны тоже ни у кого нету. Я помню, после войны
американцы, там, французы и другие изучали этот опыт, чеченский опыт, приезжали к нам, расспрашивали у многих и пытались понять, как можно в городских условиях вести столь долго и столь ожесточенное сопротивление. Поэтому эта тема очень, очень важная, и этот день для нашего народа вообще судьбоносный день, потому что в этот день закончилась русско-чеченская война. Ну, она не закончилась, но, в принципе, 6 августа наши вошли и принудили Россию сесть за стол переговоров. И 31 декабря 1996 года последний сапог живого русского солдата покинул, помните, говорили, снег на спину будет падать, Бош. Я видел это своими глазами, в этот день пошел снег, и я как представитель главного штаба, адъютант Масхадов, должен был на вертолете, как гарант безопасности, сопровождать на их вертолете командование группировки войск, с ними долететь до границы в районе, на Теречном районе, это на нашей границе, с осетинской стороны. Там этот вертолет должен был сесть, потом я оттуда выйти домой, приехать, они полетели бы дальше. Но из-за того, что погода вот так испортилась, и уже в горах там, на этом нашем хребте Сунжинском, начали появляться облака, там все время тучи бывают, знаете же, облака такие низкие. И для вертолета это было опасно, и они приняли решение без меня улететь, короче говоря. Но главное, что в этот день на их спины падал снег. Ну, сволочи обратно пошли потом, через 2 года. Думал, навечно ушли. Да, как предсказывали наши предки. Да. Ну, видимо, по большому счету, Хусейн, придется тебе этот эфир отдать полностью, потому что ты в штабе был, ты можешь рассказать о планах этих, потом о реализации, потом ты ездил по объектам же ездил, в смысле по отдельные поручения у тебя были, во всяком случае, я уже от тебя кое-что слышал, это надо, наверное, в эфире все это, так что тебе придется полностью на себя. Конечно, мы там, может быть, кто-то что-то дополнит, но по большому счету это тебе в карты в руки. Этот день твой, потому что 6-го ты все знаешь, что там происходило. Здесь есть много людей. Вот они как раз, если есть, они дополнят. Да, каждый свои воспоминания, если будет рассказывать, не обязательно себя показывать, мы будем, может быть, показывать, как сейчас, да, надо привыкать к тому, что мы будем вот так с открытыми лицами сидеть, и здесь кто хочет присоединиться к нашей беседе, не обязательно, если не хочет, может не показывать лицо, но может задавать вопросы или свою версию рассказать, или же рассказать свою историю, ну, любое то, что можно говорить, мы можем говорить, лишь бы разговор был нормальный, да, без всяких нелицеприятных вот этих оскорблений и так далее. То есть мы доступны, можем слушать, можем говорить и обсуждать любые темы. Все открытые. Тогда вот этот эфир на сегодня, наверное, завершим, да. Я бы хотел сказать, не то, что сказать, что мы будем как бы надеяться, да, вот в связи с этим произошедшим. Вот как по принципу каждое действие создает противодействие. Я надеюсь, я правильно это высказал, да. Вот по этому принципу, что наше общество все-таки на вот такое действие будет реагировать противодействием. И чтобы мы как бы все присоединялись и не стояли в стороне, потому что дальше будет хуже. Вот такая тенденция, она показывает, что настанут такие времена, вот как говорил Джохар Дудаев, да, что когда, как он это говорил, что Европа тоже будет внутренним делом Российской Федерации. Вот
настанут такие времена, что чеченцев будут менять на портянки, если мы не будем противодействие какое-то делать. Вот, никак не будем реагировать на эту ситуацию. Да. Как-то Да, так. ну, по большому счету все правильно. Ну, будем надеяться, что находить будем слова и говорить. Вообще этот третий, точнее, закон Ньютона, да, сила действия равна силе противодействия, на нашей именно, на нашей национальной истории он демонстрировался много раз. Вот в этот раз преуспели, больше на информационном поле нас задавили, и смогли они агитационно, ну, короче, это очень большая работа, и они смогли, добились больших успехов. Но сегодня мы есть, и мы должны использовать все силы и возможности для того, чтобы показать, что третий закон Ньютона действует. Массу, ойл. Прощаемся. Masana devre skıl dal dikin zgoytil ve adike. Adikte.